Уникальную для Северного Кавказа операцию на аневризме головного мозга провели сегодня в Беслане. Нейрохирург из Новосибирска Вадим Берестов приехал в республику, чтобы прооперировать 2 пациентов и поделиться опытом с осетинскими специалистами. Врач убедился лично, для инновационного метода лечения в Северной Осетии есть все необходимое оборудование. Николай Джоев подробнее. На первый взгляд может показаться, что врач проводит операцию на бедре, но на самом деле это хирургическое вмешательство в головной мозг. Способ проведения уникальный. Нейрохирург из Новосибирска Вадим Берестов практикует инновационный метод лечения. Диагноз – аневризма сосуда. Это когда кровеносный сосуд расширяется в определенном месте и может лопнуть в любой момент. Последствия – кровоизлияние в мозг. Процедура эндоваскулярная, мы проводим ее через небольшой прокол в области бедра и заводим весь необходимый инструмент по сосудам организма до целевой артерии. Операция достаточно сложная, требует специальных навыков и инструмента, но позволяет безопасно для пациента выключить аневризму с минимальным необходимым периодом для восстановления. Неделя-две – достаточный период для того, чтобы пациент вернулся полностью к труду и обычному ритму жизни. Операция длится до 1,5 часов. Вместе со специалистами из Новосибирска работают и нейрохирурги из Северной Осетии. В помощь врачам новейшие технологии. Операцию проводят на импортном оборудовании. Этот аппарат называется ангиограф. Во время операции он постоянно включен из-за его рентгеновского излучения. Хирурги находятся в помещении в специальных свинцовых фартуках. Средний вес каждого 10 килограммов. Но без этого высокоточного оборудования провести операцию невозможно. На этих мониторах хирург видит работу сосудов в режиме онлайн. Расходные материалы на одну операцию стоят до 600 тысяч рублей. Сама операция больше 1 миллиона. Но для пациентов она бесплатна. Оперируют людей по квотам. Ежегодно республики выделяют от 2 до 5 квот. Но по словам главного врача Северокавказского медицинского центра Ролана Уртаева, этого недостаточно. Мы не первый год делаем такие операции. Всегда мы вызываем на себя опытных врачей из других регионов. Надеемся, что все-таки в ближайшее время, в следующем году, может быть, удастся нам увеличить и количество квот выделяемых, ну и поставить это более-менее на поток и делать самостоятельно уже. Специалисты наши, в принципе, готовы это делать сами. Операция в очередной раз прошла успешно. Пациентка избежала тяжелых последствий, а нейрохирурги получили бесценный опыт. Николай Джоев, Артур Габуаев. Новости Осетии.